Федеральной ФДР, Alman tarafından küçük yaşadı, sonra kaldı. Başına şanlar aldı. Расскажите, Вантай. Везде, значит, развитие экономики вообще у нас сейчас идет таким достаточно плотным темпом. В прошлом году рост валового внутреннего продукта составил 6,2% в общем целом экономики. А если учесть с учетом того, что у нас Умтор производственный цикл так совпал, что у него там упало производство золота, вообще в целом наша экономика выросла больше 8%. Уточненные данные по росту ВВП за 2022 год составили 9%. То есть эти цифры нас очень радуют. Такие цифры они достигнуты. Наша задача сохранить и усилить этот темп. Руководство государства поставило задачу, чтобы мы к 2050 году наша экономика составила 200 миллиардов долларов. 200 миллиардов долларов. Если с учетом того, что у нас сейчас 10 миллиардов, 14 миллиардов долларов. На душу населения мы уже вышли на душу населения наше ВВП составляет номинальный ВВП 2000 долларов. 1972 доллара по результатам прошлого года, но мы считаем, что это будет уточнено 2000 долларов. Я вам хочу сказать, что это уже очень серьезная заявка. Когда правительство, кабинет министров в нашем составе, он пришел, все говорили, ну вот это все там как бы. Мы уже за 2 года убедились, за 3 года правления нашего президента, что эта заявка очень серьезная. К 30 году, вот это такая план минимум, это удвоение нашего ВВП до 30 миллиардов долларов. 30 миллиардов долларов, ну это, я думаю, мы это превысим. Задача так, чтобы мы создали такую базу, которая позволила бы нам выйти к той цели 200 миллиардов к 50 году. С учетом того, что у нас нет ни нефти, ни газа, у нас есть, мы всегда гордимся, что наш основной ресурс это человеческий капитал. Мы должны сейчас вкладывать в наше образование, в нашу медицину, повышение квалификации, усиление всех вот этих хороших вещей, о которых мы сегодня говорим. И вот, Рахат Турчбаева, ваша инициатива, чтобы вот, здесь женский значит, потенциал наших женщин, что мы знаем, у нас очень много нашего тысячелетнего народа, очень много пословиц. Наш народ всегда знал, что кыргызские женщины это наша самая большая опора и надежда. Все у нас хорошее от женщин происходит. Вот. И вот это женщины плюс креатив, это вот ключ к нашему завтрашнему успеху и процветанию. Поэтому сегодняшний круглый стол очень важен. Но мы знаем о том, что у нас есть программы, утвержденные по женскому предпринимательству. У нас действует много разных направлений. Сейчас разрабатывается вот совместно в близком сотрудничестве с программой ООН «Женщины». У нас еще тоже большие инициативы вот, по государственному управлению, по женскому лидерству. Только что я сейчас пришел в совещание, которое у нас параллельно должно было здесь идти, по развитию пчеловодства. То есть в качестве социального контракта, вы знаете, Шведников делает там еще значит, скотоводчество и так далее, но еще пчеловодчество. То есть у нас серьезные программы рассматриваются. Для этого нам надо объединить усилия как государства, так и местных властей, так наших международных партнеров и наших социальных предпринимателей вот, в качестве таких инкубаторов, катализаторов, которые, вот, например, Мария Пескова тоже сидят. Представляете, другие наши коллеги. Вот. И поэтому сегодняшний круглый стол, который вот, задача его была обменяться мнениями, значит,
ознакомить друг друга с разного рода инициативами, программами. Я думаю, мы цели достигли. Вопрос в том, что мы сегодня, сейчас вот в феврале, в марте, каждое наше ведомство, оно озадачено. Наше руководство поставило задачу создания 250 тысяч рабочих мест в этом году. В прошлом году это вот около 90 тысяч рабочих мест в совокупности. Вот мы в этом году хотим 250 тысяч. В следующем году будем выходить уже на 350-400 тысяч рабочих мест. Вопрос не в том, чтобы у нас зачастую считается, если вот, особенно на селе, если вот семья есть там одна корова и там 10 соток, то это как бы вот считается, они заняты. Ну как можно победить бедность, если с одной коровой? Утром вышел, выгнал, и говорит, подал лошадь пойду, потом вечером пришел, и литр суперды, и ушел супергон чайга, и сразу. Мы хотим, чтобы мы повышали производительность труда. Не может одна семья смотреть на одну корову. Вот. Пусть у нас будет, значит, товарное производство, где эти, там, это будет ферма или что, там будет 500 коров, а другие семьи мы должны их вовлекать в другие какие-то высокопроизводительные сферы занятости. Вот. И поэтому у нас сейчас разрабатывается очень большая государственная программа вот, развитие через занятость. Там будет очень много компонентов. Вы знаете, что наше правительство идет на значительное снижение социальных отчислений, временное для наших предпринимателей, чтобы они вот набирали, создавали рабочие места. Но мы в этой программе обязательно предусмотрим также, конечно, специальный компонент для женщин, для креативной экономики, про парк креативных индустрий мы можем говорить и остальные. Вот мы будем венчурные фонды делать, на скоро будет наш хакатон, который, я думаю, с помощью всех там про искусственный интеллект и так далее. Я не хочу сейчас много говорить, я просто хотел бы поблагодарить наше агентство интеллектуальной собственности, поприветствовать всех вас, уважаемые коллеги, и сказать, что в этом году мы еще раз, несколько раз будем собираться, будем распространять проекты. Я думаю, вы поможете все в разработке этих программ, проектов. У нас выделяются значительные большие средства из бюджета, но также будем обращаться, конечно, к нашим международным партнерам, усилить поддержку именно борьбы, развития предпринимательства, создания рабочих мест, борьбы с бедностью, поддержки женщин, социальные проекты, креативную индустрию. Поэтому этот разговор у нас будет продолжен. Я хотел бы вас всех призвать к активизации усилий, потому что Кабинет министров, руководство государства сейчас у нас работает над такими большими амбициозными задачами. И здесь нам очень важно объединение, координация и взаимное сотрудничество. Спасибо большое за внимание.